Всем привет, меня зовут Александр, компания Центр домостроения. Мы находимся в селе Визинга, и здесь мы строим вот такой красивый дом параметрами 4×6 с террасой. И все это будет под единой кровлей. Обратите внимание, какие здесь чарующие виды, какие луга. Пробежимся по технологии. У нас идет сначала свайно-винтовой фундамент, далее рубероид, который мы уложили для гидроизоляции. Далее у нас идет брус, которым мы обвязали все винтовые сваи. Брус это 200×200, большой такой, мощный. Именно на него идет масса дома, бытовые, снеговые нагрузки. И он распределяет вот эти нагрузки уже на сам свайно-винтовой фундамент. Далее, второй венец у нас брус 150×200, здоровый и большой. Зачем же он нужен? А для того, чтобы в него врезать вот такие большие лаги большого сечения 100×200. 100×200, 20 сантиметров утеплителя будет. То есть ноги будут в тепле. Это первое. А второе, данные лаги не прогибаются на длину пролета до 4,5 метров. Ваш сервант дребезжать не будет. Это очень важно. Не экономьте на лагах, не уменьшайте сечение лаг. Можно сделать сечение 100×150. Еще меньшего. Ну, вы тогда пожалеете, пол будет у вас дребезжать. Обратите внимание, как мы трепетно относимся к нашим узловым элементам. То есть мы сначала все прочерчиваем, вот следы от карандашика, а потом уже пилим. Никаких рваных запилов в наших домах нет. Стены у нас из бруса 150×150, хвойная порода сосна, первый, второй сорт. Обратите внимание, что обзола, короеда, какой-то гнили в наших домах вы не увидите. Мы отбираем пиломатериал, поэтому вы видите только такой свежак. А это джут, джутовый ватин, 6-8 мм, прошитый, хороший. Его мы укладываем между венцами. Идем дальше. Вот таким образом, вот таким буром мы делаем технологические отверстия между брусьями. Потом забиваем вот нагель, который связывает брус с предыдущим брусом. Вот идет процесс. Слегка утапливаем. И пошел следующий. Обязательно возле каждого узлового элемента с двух сторон и оконного проема. Дверного проема тоже. Можете брать с собой уровень, и вы увидите всегда уровень по центрику. То есть горизонт в наших домах всегда выдержан. Давайте покажу на другой стенке. Все в норме. Сейчас пробегусь по нашим узловым элементам и покажу угловые запилы. Вот первый угол, посмотрите, все под карандашик, все очень аккуратно, плотненько. Нагеля с двух сторон. Идем дальше. Посмотрите, какой запил. Все четко, как на заводе. Тоже под карандашик, все очень аккуратно.
Вот у нас уровень. А вот Поликарп там конопатит угловое соединение. Все плотненько, тоже очень аккуратно. Следы от карандаша видны, все красиво. Ну и нагиля с двух сторон. Тоже все прекрасно. Идем дальше. Стыковка по длине. Тоже все аккуратненько очень. Нагиля везде. Технические отверстия по длине дома. И вот последнее угловое соединение. Тоже везде мы видим нагиля, который скрепляет стены дома. Ну и угловое соединение. Тоже все под карандашем, все очень аккуратно. Как видите, процесс строительства идет. И идет весьма хорошо. Качество материала прекрасное. Качество работ прекрасное. Все узловые элементы у нас идеальные. Ну и скорость строительства тоже весьма достойная. Дорогие друзья, ну а если вам необходимо построить дом, обращайтесь. Компания «Центр домостроения», город Сыктывкар, улица Советская, дом 8, офис 203, наш телефон 48 47 48. Мы будем рады видеть вас. Приходите к нам на консультацию, проконсультируем, сделаем вам расчет стоимости, ну а вы уже принимайте решение. Мы будем рады построить вам дом вашей мечты. Мы ждем вас.